Уважаемые коллеги, добрый день. Коми Республиканский институт развития образования приветствует вас на информационно-методической сессии деятельности управленческой команды образовательной организации по формированию функциональной грамотности обучающихся. Уважаемые коллеги, все ли хорошо слышно, хорошо ли видно? В чате, пожалуйста, обозначьте. Так, видим, плюсики пошли. Замечательно. Итак, коллеги, мы начинаем нашу работу. Прежде всего, мне хочется напомнить вам о том, что в обновленных федеральных государственных образовательных стандартах появилось понятие функциональной грамотности. Мы видим здесь выдержку из стандарта начального общего образования, основного общего образования, да? И здесь функциональная грамотность трактуется как освоение обучающимся знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего образования и в течение всей жизни, и, соответственно, на уровне общего образования обозначено, что для жизни в современном обществе и для успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение всей жизни. И, коллеги, мы также видим, что понятие функциональной грамотности появляется в тех пунктах стандартов, которые описывают условия организации образовательного процесса. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в организации для участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность формирования функциональной грамотности обучающихся. И здесь также расшифровывается понятие функциональной грамотности как способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов действий, включающие владение ключевыми компетенциями, которые составляют основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. Коллеги, вот это очень важно, что понятие функциональной грамотности сейчас появилось в наших обновленных федеральных государственных образовательных стандартах, и мы должны формировать эти компетенции, которые являются составляющими частями функциональной грамотности обучающихся. Давайте напомним себе, да, что входит в понятие функциональной грамотности, да, каковы основные компоненты функциональной грамотности, исходя из модели международного исследования ПИЗа. Прежде всего, конечно, это читательская грамотность, которая пронизывает все наши предметы, да, все образовательные области, поскольку именно читательская грамотность позволяет нам с вами понимать смысл тех текстов, с которыми мы работаем. Это, конечно, математическая грамотность, это, естественно, научная грамотность, это финансовая грамотность и новые компоненты – это глобальные компетенции и креативное мышление. Уважаемые коллеги, в апреле 2022 года будут проходить исследования ПИЗа, и ведущими компонентами в этом году будут являться математическая грамотность и креативное мышление. То есть именно на эти направления нам рекомендуется сделать наибольший, скажем так, упор в нашей с вами совместной деятельности. В исследовании будут принимать участие не все регионы, да, будет какая-то определенная выборка случайным образом осуществлена, и в этих выбранных регионах будут отдельные организации в этом исследовании принимать участие. Но, коллеги, работу по формированию и оценке функциональной грамотности обязаны осуществлять все образовательные организации, да, тем более вот в рамках обновленных федеральных государственных образовательных стандартов это уже как обязательная часть обозначена. Напомним также модель оценки функциональной грамотности, которая сформирована Организацией экономического сотрудничества за развитие. Именно через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты. И вот эта модель, вот эта косичка, да, сформированная из знаний, умений, отношений и ценностей через компетенции, приводящие к действию, как раз позволяет нам найти ответ на вопрос, что же дети должны изучать. Да? Прежде всего, это знания, но знания разные. Да? Это знания предметные, это знания практические, знания межпредметные. Умения, какие дети должны освоить, когнитивные, метапредметные, социальные, экономические, физические, практические. Какие компетенции у ребят должны быть сформированы? Это способность мобилизовать знания, умения, отношения, ценности, а также управлять рефлексивным подходом к процессу обучения. И именно вот эта способность, она обеспечивает ребятам возможность взаимодействовать и действовать в мире. Ну и сформированная на основе этих знаний, умений, отношений, ценностей, компетенций способность к действию позволяет нам увидеть, как дети способны действовать.
Коллеги, мы приветствуем всех, кто подключается к нам. Вот на данный момент нас уже 125 человек, и мы видим, что с каждой минутой наше количество растет, количество участников нашей информационной сессии. И, конечно, мы рады, что вы к нам присоединились и надеемся на нашу совместную продуктивную работу. Напомним, коллеги, себе о том, какие выделяют уровни функциональной грамотности в исследовании ПИЗа. Коллеги, вот обратите внимание, да? Первый и второй уровни до 400 баллов шкалы. Второй уровень – это уровень пороговый, и при достижении этого уровня ребята могут уже начать демонстрировать применение знаний и умений в простейших неучебных ситуациях. Но наша с вами задача – это выйти на уровень 500+. Да? 500 – это среднее значение международной шкалы по исследованию ПИЗа. И 500 – это граница третьего уровня. Да? Наша с вами задача выйти на 4-й уровень, на 5-й, 6-й. Именно на 4-м уровне у ребят уже проявляется способность использовать имеющиеся знания и умения для получения новой информации. Ну и 5-й, 6-й уровень – это достигают его ребята, которые могут самостоятельно мыслить и уже способны функционировать в сложных условиях. Наша с вами задача подняться выше 4-го уровня. Что происходит у нас сейчас? Коллеги, мы с вами знаем, что исследование ПИЗа проходит раз в 4 года, а в те периоды, которые между исследованиями, проводится региональная оценка по модели ПИЗа. В 2020 году проходила региональная оценка по модели ПИЗа в Республике Коми. 75 организаций принимали участие в этой региональной оценке, и мы видим здесь на данном слайде представлены общие результаты по Республике Коми в сопоставлении с результатами в целом по России. По читательской грамотности ребята в республике занимают 26 место. Россия в мировом рейтинге занимает 24 место. И баллы наши, смотрите, меньше, чем 500 баллов, 486 баллов. По математической грамотности ребята нашей республики заняли 30 место, набрав в среднем 490 баллов. Хуже обстоит дело с естественно-научной грамотностью. Только 41 место занимают ребята в Республике Коми, 466 баллов. То есть, коллеги, мы видим, что нам есть куда расти, и очень важно над этим работать. Вот следующая диаграмма, на следующем слайде, она отражает достижение уровня грамотности по вот этим 3 основным видам грамотности: по естественно-научной, по математической, по читательской. И здесь мы видим, что действительно уровня 5-6 достигают только единицы. Больше таких ребят по математической грамотности мы наблюдаем, да, 9,7%. Меньше по читательской грамотности 5,3%, и совсем мало по естественно-научной грамотности 1,4% ребят достигают уровней 5 и 6. И при этом обратите внимание, что больше всего ребят на уровне ниже 2 тоже по естественно-научной грамотности. То есть проблемы у нас в республике в целом по естественно-научной грамотности. Большинство достигает уровня со 2 по 4. 500 баллов не набираем. Ну, коллеги, в исследовании ПИЗа, кроме того, что изучается сформированность этих компонентов функциональной грамотности, математическая, естественно-научная и читательская, выявляются также факторы повышения качества российского образования. Да, через анкетирование обучающих, через анкетирование учителей эти факторы были выявлены. Это школьные ресурсы. Да. Конечно, достаточное количество учителей позволяет нам достигать более высокого уровня образования. Да. Когда мы с вами знаем, что живем в ситуации нехватки учителей, сложно нам это качество образования обеспечивать. Оснащенность лабораторным оборудованием. Именно поэтому сегодня во многих школах открываются точки роста, да, открываются школьные кванториумы, IT-кубы. И вот именно это лабораторное оборудование, оно должно стать общедоступным для ребят. Да, то есть мы должны выстраивать сетевое взаимодействие между образовательными организациями, между организациями дополнительного образования и общеобразовательными организациями с тем, чтобы у всех детей был доступ к этому лабораторному оборудованию.
Конечно, это наше техническое оснащение, достаточное количество компьютеров с выходом в интернет. С этой задачей тоже мы сейчас очень активно в республике работаем. Конечно, это состояние зданий, которое должно соответствовать требованиям и нормам. И наличие творческих кружков. Вот такие школьные ресурсы выступают в качестве факторов повышения качества российского образования. Немаловажная группа факторов связана с поддержанием школьного климата. Конечно, это обеспечение безопасности, это учебный процесс, который поддерживает обучение, и здесь немалая роль педагогов в этом заключается, и защита от эмоционально-поведенческих проблем. Конечно, очень большая группа факторов связана именно с учителями, с их профессионализмом. И вот в ПИСе выделяется эта группа факторов как характеристики учителей. Это уважительное и внимательное отношение к учащимся. Это поддержка ребят в учении. Это отсутствие поведения учителей, которое затрудняло бы обучение. И очень важное значение придается сотрудничеству учителей. С учетом всех этих факторов, коллеги, мы с вами должны выстраивать нашу систему наших действий, нашей деятельности, направленную на формирование функциональной грамотности. Следующий слайд демонстрирует нам структуру федеральной системы сопровождения процесса формирования функциональной грамотности. Коллеги, обратите внимание, на федеральном уровне эту деятельность курирует Министерство просвещения Российской Федерации, которое отвечает за управление процессами достижения новых результатов функциональной грамотности на федеральном уровне. И в этот процесс включается федеральное учреждение. Я думаю, что с документами многих из этих учреждений вы уже знакомы. Да? Это Федеральный институт оценки качества образования, это Институт стратегии развития образования РАО, это Академия Минпросвещения Российской Федерации, это Федеральный информационный центр технологий обучения. Основные задачи, которые выполняются на федеральном уровне, это информационно-аналитическое, методическое сопровождение исследований, это проведение исследований по формированию и оценке функциональной грамотности. Конечно, очень большая роль отводится повышению квалификации, профессиональной переподготовки преподавателей. И я думаю, что многие из здесь присутствующих либо сами участвовали, либо организовывали участие педагогических работников своей школы в курсах, которые проводила Академия Минпросвещения Российской Федерации. В прошлом году флагманский курс проходил. И в этом году, в позапрошлом, в 2020 году был флагманский курс, и в 2021 году это школа современного учителя. И вот Федеральный институт цифровых технологий образования, он обеспечивает техническое сопровождение и технологические решения в процессе формирования функциональной грамотности. Коллеги, я надеюсь, что многие из вас уже включены в работу с федеральным электронным банком заданий для оценки функциональной грамотности. Вот как раз этот ресурс курирует Федеральный институт цифровых технологий образования. На региональном уровне Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми отвечает за процессы, организует управление процессами достижения новых результатов функциональной грамотности. Региональные координационные группы созданы при Институте развития образования, включаются туда специалисты Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Большая роль отводится республиканским методическим объединениям. Вот буквально вчера у нас состоялась очередная встреча очная с руководителями республиканских методических объединений, учителей, предметников, и мы с ними обсуждали вот те задачи и те процессы, которые происходят и в плане внедрения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и в плане реализации мероприятий по формированию оценки функциональной грамотности и многие другие вопросы. И, конечно, подключаются методические советы, методические отделы на уровне республики. И мы разрабатываем нормативную базу по формированию функциональной грамотности, отвечаем за разработку и контроль реализации планов, графиков мероприятий по формированию функциональной грамотности. Оцениваем риски недостижения ожидаемого результата. Вот у нас Министерство просвещения запрашивало в декабре такую информацию по возможности достижения либо недостижения тех или иных показателей. Мы эту информацию собирали, отправляли, обобщали. И это организационно-методическое сопровождение педагогов и сопровождение образовательных мероприятий. На муниципальном уровне управление процессами достижения новых результатов функциональной грамотности организует муниципальный орган управления образованием. Созданы муниципальные организационные группы, которые
включают в себя информационно-методические кабинеты, методические объединения на муниципальном уровне, и именно они организуют сопровождение образовательных мероприятий, контроль участия педагогических команд в различных мероприятиях, контроль участия школьников в образовательных мероприятиях всех уровней и обновление материально-технической базы образовательных организаций. И также созданы на региональном и на муниципальном уровнях методические группы по видам функциональной грамотности и учебным предметам, которые обеспечивают достижение новых результатов функциональной грамотности обучающихся. Уважаемые коллеги, в республике сформирован комплекс мер, направленных на формирование оценку функциональной грамотности обучающихся, утвержден он приказом Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми номер 605 от 17 сентября, и в него внесены дополнения приказом от 1 декабря номер 749. Этими приказами определен состав рабочей группы, сформирован региональный план мероприятий, определен региональный оператор, это наш Институт развития образования, и определены региональные координаторы. Региональными координаторами на уровне республики по формированию оценки функциональной грамотности выступает Юлия Анатольевна Савина, начальник отдела развития общего образования и воспитания министерства, и я, Марина Анатольевна Габова, проректор по научно-методической работе Коми Республиканского института развития образования. В каждом муниципалитете у нас определены муниципальные координаторы, они сформировали свои муниципальные планы мероприятий, и, конечно, участниками этого комплекса мер выступаете все вы, все общеобразовательные организации, и прежде всего это учителя 8-9 классов и обучающиеся 8-9 классов. Коллеги, еще раз напомню, почему именно 8-9 классы. Потому что исследование ПИЗа проводится среди 15-летних обучающихся. Это как раз вот те ребята, которые учатся в 8-9 классах. Нельзя сказать, что вот эти мероприятия, они являются для нас новыми. Мы за 2018-2021 годы провели ряд разнообразных мероприятий, которые были в том числе посвящены и вопросам формирования функциональной грамотности. И многие из вас являлись активными участниками этих мероприятий. И я думаю, что работа по формированию функциональной грамотности так или иначе в образовательных организациях велась уже достаточно долгий период времени. Да? Просто вот сейчас мы это направление выделяем в отдельное направление в связи с теми задачами, которые формирует для нас правительство и президент Российской Федерации. Да? Цель – это вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. На следующем слайде представлена структура управленческой модели сопровождения формирования оценки функциональной грамотности. Здесь мы видим, да, на республиканском уровне это наш институт, это Центр непрерывного повышения профессионального мастерства, это РМО и наша региональная команда, в которую входят ведущие методисты Института развития образования. Вот справа вы видите, перечислены все те наши коллеги, которые курируют каждое конкретное направление функциональной грамотности. Математическая грамотность – это Мария Анатольевна Русанова. Она также является и руководителем РМО учителей математики. Естественно-научная грамотность курирует Новикова Ирина Дмитриевна. Читательскую грамотность курирует Мусанова Светлана Семеновна. Финансовую грамотность курирует Аверин Александр Викторович. За глобальные компетенции отвечает Русиева Исаева Наталья Николаевна. И креативное мышление курирует Илья Иванович Баженов. На муниципальном уровне мы видим, да, кто осуществляет эту деятельность. И, конечно, на уровне образовательной организации в эту деятельность включаются все субъекты образовательных отношений. И педагоги, и обучающиеся, и, конечно же, их родители. На уровне республики сформирован региональный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год. Этот план включает в себя 3 основных направления. Это организационно-управленческая деятельность, это работа с педагогами и образовательными организациями, и это работа с обучающимися. Вот вы видите на слайде основные виды деятельности по каждому из этих направлений, и каждый из этих видов деятельности, он в плане еще более конкретизирован. Этот план представлен в приказе от 1 декабря. Каковы же основные механизмы для реализации данного регионального плана?
По работе с педагогами, работу организует, конечно же, прежде всего, Республиканский институт развития образования, и это наши еженедельные методические совещания с муниципальными органами управления образованием. Это наши стратегические информационные сессии для республиканских методических объединений, для представителей экспертного сообщества. Мы готовы организовывать выездные методические сессии, коворкинги в муниципалитетах, коллеги. Если вам необходимо организовать такую методическую сессию на базе вашей образовательной организации, вы, конечно, можете направить нам заявку, и мы рассмотрим такую возможность. Либо действительно это будет выездная сессия, либо мы можем с вами отработать в режиме онлайн с вашей педагогической командой. И это управленческие сессии, семинары для управленческих команд образовательных организаций. Коллеги, мы провели за ноябрь-декабрь 2021 года уже большую серию обучающих практикоориентированных семинаров для педагогов. И я надеюсь, что здесь присутствуют те коллеги, которые эти семинары активно посещали, и те практики, которые представляли наши коллеги на этих семинарах, вы уже применяете в своей образовательной практике. Коллеги, может быть, отзоветесь где-нибудь в чате по поводу того, насколько вот эти семинары для вас были эффективными и помогли вашей образовательной деятельности. 16 семинаров мы провели именно для управленческих работников, и кроме того у нас были семинары управленческого характера, например, по использованию электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности. Да, вот мы видим, уже идут благодарности за те мероприятия, которые мы провели. Коллеги, вы можете также в чате, либо во вкладочке «Вопросы» написать свои пожелания, да, что еще вы хотели бы на наших семинарах услышать. Мы предполагаем, что, конечно, вам очень хочется увидеть, как конкретные задания можно вписать в рамках урока, да? Как с конкретными заданиями можно организовать работу через внеурочную деятельность. Это тоже в наших планах, и с этим мы тоже будем работать. И, конечно, приглашаем вас на наши дальнейшие мероприятия. Уважаемые коллеги, мы благодарим тех из вас, кто принял участие в повышении квалификации по вопросам функциональной грамотности. Вообще у нас стояла задача, что все учителя, которые работают с ребятами 8-9 классах, должны это обучение пройти. Мы организовали бесплатное обучение по модулю функциональная грамотность обучающихся, основные подходы к формированию и оценке. И вот на 15 января, я смотрела, делала выгрузку, у нас 934 человека было на этот курс зарегистрировано. Коллеги, если вы еще не обучались, то, пожалуйста, вот вам QR-код, вот вам ссылка на единую систему электронного обучения. Можно прямо сейчас зайти. Там настроена самостоятельная запись. Если вы на платформе «Единая система электронного обучения» когда-то какое-то обучение проходили, может быть, в открытых онлайн-курсах участвовали, то все для вас доступно. И заканчивается несложным тестом. Ну, коллеги, хочу объявить вам также о том, что у вас есть возможность продолжить обучение по вопросам функциональной грамотности в рамках проектного модуля. Проектный модуль «Технологии формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся». Он основывается как раз на той информации, которая была представлена в информационно-методическом модуле. И далее предлагается уже выполнить проектные задания, связанные с анализом результатов диагностики функциональной грамотности, которую вы проводите на тех заданиях, которые представлены в электронном банке заданий для оценки функциональной грамотности, с анализом этих результатов, с формированием дальнейших рекомендаций по работе с обучающимися в зависимости от достигнутых ими результатов. И далее идет проектирование системы заданий и проектирование учебного занятия с включением разнообразных заданий по формированию того направления функциональной грамотности, которое вы диагностировали. То есть вот такой проектный модуль, он дает возможность выйти затем на получение удостоверения о повышении квалификации. И также там еще итоговый тест будет более сложный, нежели в информационно-методическом модуле. Здесь обучение у нас уже будет платным, но тем не менее вы можете это обучение пройти. Самая минимальная цена, какая у нас возможна по прескуранту определена. Коллеги, заявки можно подавать. Можно подавать заявки от образовательной организации, если хотите, можно индивидуальные заявки подавать. Информация представлена непосредственно уже в самом этом информационно-методическом модуле. Адрес, куда подавать, телефон и контактное лицо обозначено. Коллеги, ждем вас. Возможности есть, пожалуйста, этими возможностями пользуйтесь.
А также мы напоминаем о том, что все наши материалы, касающиеся информационно-методического сопровождения, представлены на нашем портале «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся». В конце мы уделим внимание и пройдемся по конкретным разделам этого портала. QR-код есть, ссылочка есть, можете сейчас переходить и параллельно просматривать то, что там есть на портале. Кроме того, можно перейти по ссылке через баннер, вот эта самая косичка, функциональная грамотность, она как раз переведет вас непосредственно на данный портал. Здесь представлены нормативные документы, вот те приказы, о которых я говорила, ссылка на обучающий модуль, также представлены все наши информационно-методические мероприятия, все семинары, вебинары, которые мы проводили, и также ссылки на полезные мероприятия, которые проводят наши федеральные коллеги. На мониторинговые исследования, на банки заданий, на методические рекомендации и на профессиональные конкурсы. Все ссылочки прямые есть непосредственно на нашем портале. Коллеги, хочу напомнить также о том, что вы можете в своей деятельности использовать электронные банки заданий. Здесь представлен банк заданий, разработанный Институтом стратегии развития образования. Он обновлен, и здесь уже очень много заданий представлено новых, которые коллеги разработали вот буквально в конце 2021 года, в начале 2022, и здесь размещены. Кроме того, вы можете использовать открытый банк заданий для оценки естественно-научной грамотности, разработанный Федеральным институтом педагогических измерений. Так, коллеги, управление образования Сысольский. Это модуль проектный, второй. Он отдельно идет через заявление, оформляем приказом, зачисляем на модуль, как обычно, повышение квалификации. И за 18 часов идет удостоверение повышения квалификации. 1400 рублей стоит обучение одного слушателя. 1400. Самая минимальная цена, которая есть у нас в нашем прейскуранте. Поскольку идет работа дистанционная, но каждое задание проверяет у нас наши преподаватели. Так, коллеги, знакомы ли вы с этими банками заданий? Пожалуйста, какой-то отклик дайте в чате. Угу, да, замечательно. Вижу. Хорошо. Знакомые имена вижу. Наших коллег, с кем мы постоянно взаимодействуем. Спасибо. Коллеги, конечно, я думаю, что вы используете в своей деятельности и вот этот самый электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности. Мы с вами встречались в ноябре, рассматривали вопросы его использования в своей образовательной практике. Тогда были выложены материалы только по 3 направлениям функциональной грамотности. Была представлена математическая, читательская, естественно-научная грамотность. Сейчас здесь представлены задания по всем направлениям функциональной грамотности. Коллеги, пожалуйста, вы можете их тоже очень активно в своей деятельности использовать. Хочу подчеркнуть, что здесь представлены теперь задания не только для оценки. Помните, там первоначально были только задания, которые можно использовать как контрольную работу в течение 40 минут, 9 заданий, в зависимости от компонента. Сейчас здесь есть и серии заданий более короткие, на 20 минут рассчитанные, по 4-5 заданий, в зависимости от того, да, вот Радик Хамитович нам пишет, да, на 20 минут рассчитанные, которые вы можете использовать непосредственно в рамках урока, да, либо для домашней работы ребятам задавать. То есть такие тренировочные задания. И эти же задания потом коллеги включают в проверочные работы для оценки. Спасибо. Также, коллеги, напоминаю о том, что есть серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни», разработанная совместно Институтом стратегии развития образования РАУ и издательством «Просвещение». Наверняка многие из вас тоже эти задания используют. Коллеги, если вы поднимаете руку, я не могу отреагировать. Я работаю одна без технического специалиста, поэтому лучше пишите вопросы в чате, либо во вкладочке «Вопросы». И сейчас еще в нашу библиотеку, коллеги, поступили пособия по математической грамотности, по читательской грамотности и по естественно-научной грамотности старшеклассников, разработанной Академией Минпросвещения. Вы можете с ними ознакомиться в нашей библиотеке непосредственно.
кто тут поблизости имеет такую возможность зайти к нам в институт и поработать с этими пособиями. В электронном формате они пока не представлены. Так, вот у нас поступил вопрос, как диагностику проводить по тем модулям, где только 20-минутные задания. Коллеги, 20-минутные задания, они не для диагностики представлены, а для формирования функциональной грамотности. То есть там 3-4 задания, и в целом работа рассчитана на 20 минут максимум. То есть вы можете работать с ними фронтально, с ребятами, можете организовывать групповую работу. В каких модулях нет диагностических работ, Елена Ивановна? То есть 20-минутное задание – это задание для формирования функциональной грамотности, для включения непосредственно в работу в классе, для домашнего задания, не для оценки. Для оценки используется вот именно проверочная работа на 40 минут рассчитанная. Так, и, коллеги, также напоминаю, наверняка тоже многие из вас уже активно используют портал «Единое содержание общего образования». Коллеги, уже по всем направлениям работы выложены. Если чего-то еще нет, то в ближайшее время оно появится, потому что коллеги из Института стратегии развития образования говорили о том, что все направления ими уже закрыты, все задания разработаны. То есть они вот постепенно наполняются, постепенно в эту систему выкладываются. То есть в ближайшее время, если сегодня их еще нет, завтра, послезавтра они появятся. Коллеги нам об этом отчитались на наших еженедельных всероссийских методических вебинарах. Кстати, коллеги, напоминаю, каждую неделю в пятницу в 11 часов проходят вот эти всероссийские методические семинары по функциональной грамотности. Любой из вас тоже может к ним подключиться. Очень полезные, содержательные семинары, в которых принимают участие и разработчики заданий, и также, что важно для нас, представляются региональные практики, практики школьных команд по формированию оценки функциональной грамотности. И вот некоторые материалы из этих семинаров сегодня мы с вами тоже будем использовать в рамках нашей встречи. Итак, коллеги, вот переходим далее уже непосредственно к нашим с вами задачам и к тем рекомендациям, как мы можем организовать работу в образовательной организации по формированию оценки функциональной грамотности. Прежде всего, да, мы в образовательной организации должны разработать программу либо план мероприятий по развитию функциональной грамотности. Вот эти вот задачи, они взяты из презентации Галины Ковалевой из Института стратегии развития образования РАУ. Да, поэтому не откорректировано, а вот именно в тех формулировках, в каких специалисты нам их представили. Во-вторых, необходимо выделить специалисты, которые будут отвечать за реализацию программы по развитию функциональной грамотности. Коллеги, я надеюсь, что у вас уже в организациях образовательных такие планы или программы сформированы, что у вас есть люди, ответственные за их реализацию. Спланировать и организовать работу по повышению квалификации учителей по разработке и использованию заданий для формирования функциональной грамотности. Коллеги, вот здесь как раз вы можете направить свои профессиональные команды на наши информационно-методические модули, далее на проектный модуль, если это будет необходимо. Очень важный момент – это изучить особенности инструментария и подходы к оценке исследования ПИЗа и федерального проекта Минпроса «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся». Эти материалы можно найти также на сайте Института стратегии развития образования и по тем ссылкам, которые предложены на нашем портале по формированию оценки функциональной грамотности обучающихся. Очень важно, чтобы мы с вами проанализировали те учебно-методические материалы, которые используют наши коллеги, и при необходимости обеспечили их учебными материалами нового поколения. Что здесь может быть? Вот мы увидели, да, это пособия, разработанные совместно Институтом стратегии развития образования и издательством просвещения, и вот те пособия, о которых я говорила, разработаны Академией Министерства просвещения. И очень важно для нас с вами это перестроить методическую работу наших коллег, да, создать механизмы для их мотивации, организовать их сотрудничество и обмен опытом, ну, и рассмотреть возможности для поощрения их работы. Таким образом, коллеги, мы можем говорить о том, что основные направления деятельности образовательной организации по формированию оценки функциональной грамотности, это вот они здесь представлены на слайде. Это, во-первых, организационная деятельность,
Это подготовка педагогов и это работа непосредственно с обучающимися. А как это можно реализовать, об этом дальше мы с вами сегодня и будем говорить. Среди условий, которые позволят нам целенаправленно формировать функциональную грамотность в рамках образовательной организации, выступает прежде всего целостность и непрерывность этого процесса с 5 по 9 классы. Это движение к общим целям и их дифференциация на каждом этапе. Это сочетание образовательных и воспитательных целей и задач. Это учет требований преемственности и последовательности усложнения содержания. Это отбор содержания с учетом возрастных особенностей обучающихся, с учетом накопленных ими контекстных знаний. Да? Потому что, конечно, мы не будем задания для 9 класса использовать с пятиклассниками, это нам с вами понятно. Да? Поэтому в банке заданий, разработанном Институтом стратегии развития образования, там представлены материалы и для 5 класса, для 6, для 7, для 8, для 9 отдельно. Еще одним важным условием является направленность на достижение метапредметных образовательных результатов. И, конечно, очень важно соблюдать междисциплинарную интеграцию учителей. Вот мы в рамках нашего проектного модуля работали с учителями из Усть-Цельмы. Более 100 человек у нас обучилось на проектном модуле. Да, они все получат удостоверение о повышении квалификации. Коллеги задавали вопросы. А вот я преподаватель технологии. Какой мне брать компонент функциональной грамотности? Вот что бы вы посоветовали, коллеги, преподавателю технологий? С каким компонентом функциональной грамотности он может работать на своих уроках? Да, конечно, все. То есть все компоненты функциональной грамотности могут быть реализованы через любой предмет, да, через любую предметную область. И мне очень радостно, что вот коллеги, присутствующие сегодня с нами, да, вы уже это понимаете, вы уже в это погрузились. И, конечно, да, на технологии можно и по финансовой грамотности поработать. Ну, все, конечно, зависит от конкретной темы, да, конкретного урока. Можно с математической грамотностью работать очень даже. Читательская грамотность у нас через все предметы проходит. Креативное мышление, пожалуйста. Урок технологии – это вот самое то поле, да, на котором можно креативное мышление формировать. Может быть, вот с естественно-научной грамотностью здесь надо подумать, да, здесь вот действительно зависит от темы урока, да? Но тем не менее, действительно, все компоненты функциональной грамотности мы можем протянуть через каждый учебный предмет. И вот именно это необходимо донести до наших учителей, чтобы они это понимали. А, коллеги, вот на уроке физкультуры, как вы думаете, здесь над каким компонентом функциональной грамотности можно поработать? Мне кажется, вот у физкультурников тут больше всех проблем с осмыслением того, с каким компонентом функциональной грамотности можно проработать на уроках физкультуры. Коллеги, пожалуйста, какие есть у вас предложения для учителей физкультуры? Естественно, научная, да, конечно, в зависимости от деятельности своего собственного организма, да. Математическая, конечно, рассчитать скорость бега, например, да, почему Вася прибежал быстрее, чем Петя. Читательская, финансовая, конечно, конечно. Коллеги, замечательно, что вы это понимаете. Это вот наша с вами главная такая задача, да, донести до наших педагогов, что на любом уроке мы можем формировать все компоненты функциональной грамотности. Как это сделать? Как выстроить в образовательной организации вот эту работу, чтобы функциональная грамотность, она пронизывала все наши предметные области? Приведу вам пример, представленный нашими федеральными коллегами. Предлагается, например, вот использовать такой алгоритм введения компонентов функциональной грамотности, включения его в основную образовательную программу. То есть мы с вами, да, договариваемся по стратегии формирования функциональной грамотности, разделяем будущее, что, где и как мы увидим в качестве результатов. Формируем команду, выбираем лидера, выбираем координатора, выбираем идеолога. Может быть, это будет в одном лице, может быть, это будут разные коллеги. Далее мы разрабатываем свой фонд тренировочных материалов, либо используем уже готовые, адаптируя их для наших ребят, для того, чтобы включить их в поурочное планирование, в текущий тематический контроль, в промежуточную аттестацию.
Также важно, да, чтобы у нас были единые оценочные процедуры в образовательной организации. Желательно, чтобы они были в формате ПИЗа. Для этого можем использовать цифровой тренажер ПИЗа, либо другие банки заданий, о которых мы с вами говорили. Очень важно, да, обучить педагогов, причем по всем видам функциональной грамотности. Вот мы с вами поняли, да, что каждый педагог сам должен владеть всеми компонентами функциональной грамотности. Все компоненты у него должны быть сформированы, и он должен уметь формировать все эти компоненты у обучающихся. Далее нам потребуется перестроить наши рабочие программы, да, при этом перенести фокус на учебные действия, которые ребята будут осуществлять, и реализовывать воспитывающее обучение. И очень важно, коллеги, обновить план внеурочной деятельности. И все мероприятия, которые идут на стыке воспитания и формирования универсальных учебных действий, они тоже должны быть направлены на формирование функциональной грамотности, должны работать на ее достижение. Как нам выстроить работу с обучающимися? Здесь, коллеги, нам надо подумать над тем, как у нас с вами организована учебная деятельность. Прежде всего, как мы с вами организовали учебную деятельность ребят на уроках в школе. И вот здесь очень важно, да, какова доля самостоятельной деятельности учащихся на уроке, которая направлена на индивидуальное решение задач, либо под руководством учителя, либо без руководства учителя, на работу в парах или в группах и на работу с источниками информации и интернетом. И также, коллеги, очень важно определить для себя, проанализировать, как организована учебная деятельность вне школы, какие домашние задания мы ребятам задаем. Чаще всего, да, это какие-то упражнения из учебника. Решаем такие же задания, какие решали в классе. Но очень важно, да, чтобы домашние задания содержали такие задания, в которых нужно найти какие-то новые способы решения задач в тех задачах, которые решались в классе. Да. Либо просим ребят предложить какие-то идеи или мнения, которые отличаются от тех, которые уже обсуждались. Найти разные источники информации по определенной теме, сравнить, обсудить проблемы надежности, противоречивости информации. Да, вот те задания, которые будут работать именно на формирование, на совершенствование функциональной грамотности и отдельных ее компонентов. И здесь очень важная роль отводится именно межпредметным задачам, которые мы с вами можем реализовывать через неклассные мероприятия, через воспитательную работу, через неурочную деятельность. Ну и, конечно, прежде всего на уроках, через проекты, через элективные курсы. Также задания внутришкольного мониторинга и диагностики тоже могут быть направлены на формирование, на оценку функциональной грамотности. Какие это межпредметные задачи? Вот здесь на слайде они у нас обозначены. Это добывать информацию, но не из прямых источников, а из косвенных источников. Анализировать эту информацию. Очень важно, чтобы ребята научились видеть проблему во всей ее многоплановости. Да? А для этого важно уметь изменять точку зрения, вставать на позицию другого человека. Это уже глобальная компетентность. Да? Ставить конкретные задачи, чтобы решить проблему. Продуктивно взаимодействовать с людьми. Применять имеющиеся знания в нестандартных ситуациях. Это вот те межпредметные задачи, которые мы ребятам должны задавать, если мы хотим, чтобы у них сформировались компоненты функциональной грамотности. Также рекомендуют использовать задания, которые непосредственно, да, направлены на формирование функциональной грамотности. Прежде всего, это учебные исследования, да, это учебные проекты и задания проектного типа. Это различные задания, в которых ребятам необходимо работать в командах, обсуждать что-то друг с другом, да, приходить к решению проблем, кейсы, ролевые игры, деловые игры, моральные дилеммы. То есть все то, что способствует приобретению опыта успешных позитивных действий. И, конечно, это комплексные задания, которые предлагаются нам в банках заданий, которые содержат обязательно мотивационную часть, которые используют разные форматы представления информации, которые охватывают все оцениваемые компетентности. Очень важно, чтобы в плане работы школы по формированию функциональной грамотности были задействованы возможности работы с ребятами и в урочной, и во внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования.
Что это может быть? Да? Ну, прежде всего, мы внедряем в учебный процесс банк заданий на формирование функциональной грамотности. Мы с вами посмотрели, да, различные банки заданий. Кроме того, у нас на портале функциональной грамотности института представлены также еще и другие банки заданий. В частности, например, недавно мы нашли банк заданий от Сбербанка по формированию финансовой грамотности. Очень интересное там задание тоже представлено. Пожалуйста, используйте. Важно для ребят вот именно сейчас, да, когда мы готовимся к ПИЗе, организовать и провести тренинги по решению заданий из банков заданий. И вот тут как раз тот самый электронный банк заданий с теми самыми 20-минутными заданиями здесь нам очень хорошо поможет. Это проведение мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности. Я надеюсь, что в каждой образовательной организации вы уже эти исследования провели. Да? Вот мы с Устилем проработали уже, как можно использовать результаты этих исследований, да, как организовать в дальнейшем работу с ребятами по результатам этих исследований. С каждой группы ребят, да, у кого высокий уровень проявился, у кого средний, у кого недостаточный уровень. Также необходимо запланировать в образовательных организациях проведение различных массовых мероприятий. Да, это могут быть и олимпиады, это могут быть и межпредметные, метапредметные проекты, марафоны, конференции и так далее. То есть самые разные формы. Вы все люди очень творческие, вы эти формы придумаете, но главное туда вот это содержание необходимое заложить. Очень важно, коллеги, формировать функциональную грамотность через работу центров «Точка роста», IT-кубы, кванториумы. Коллеги, вот сейчас мне бы хотелось, чтобы вы в чате отозвались. Используете ли вы возможности вот этих вот новых сущностей, созданных в ваших образовательных организациях в рамках проекта образования, нацпроекта, и проекта «Современная школа», точки роста, IT-кубы, кванториумы? Задействованы ли они у вас в вопросах формирования функциональной грамотности, ребят? Пожалуйста, в чате отзовитесь. Угу. Оксана Николаевна, возможности нет, потому что нет точки роста или в чем-то? Да. Угу. То есть если нет такого, то, конечно, сложности могут возникнуть. Но здесь какой выход? Это через сетевое взаимодействие. Угу. Так, вот, замечательно, да, выездные кванториум, мобильный кванториум, да, поработал, хорошо. Угу. Замечательно, коллеги. Вот очень важно, чтобы эти возможности мы с вами использовали, потому что для чего эти точки роста, эти кубы, кванториумы создаются? Именно для того, чтобы мы с вами их использовали в нашей образовательной практике. То есть если у вас в вашей школе точки роста нет, то вы заключаете договор о сетевом взаимодействии с той школой, где точка роста есть, и у ребят эта возможность должна быть. А также, коллеги, вот, практика показывает, что хорошим вариантом является внедрение в школьную программу таких подготовительных предметов в формате для жизни. Математика для жизни, физика для жизни и так далее. Да? То есть это можно через внеурочную деятельность организовать. И очень важно это проведение профориентационных мероприятий, через которые тоже мы формируем компоненты функциональной грамотности. Особенно, когда эти мероприятия проходят на базе уже непосредственно производственных организаций с выходом, да, когда ребята могут какие-то пробные действия осуществить непосредственно на предприятиях. Еще один пример приведем. Как можно выстроить вот такой вот проект плана, да, по организации образовательного процесса для реализации межпредметного обучения, который способствует формированию функциональной грамотности. То есть мы видим, да, вот синим обозначены уроки, это инварианты, проекты, белым цветом обозначены, зеленым цветом элективы. Угу, замечательно, коллеги. Вот вы уже в чате даете еще какие-то направления вашей деятельности для других коллег. Замечательно, что мы с вами этим опытом делимся. Так, и вот здесь на данной схеме обозначено еще красным, да, это курсы внеурочной деятельности, то есть те курсы, которые по выбору идут. Через различные формы работы, через групповые формы работы, да, через мозговые штурмы, через технологию перевернутого класса, через технологию Scrum. И как осуществляется контроль? Да, через международные исследования, через ВПР, через ГИА и через региональные диагностические работы. То есть вот такую схему вы можете тоже для себя выстроить, образовательной организации, прописать там, да, какие именно предметы, какие элективы у вас направлены на формирование
того или иного компонента функциональной грамотности, да, какие именно проекты. То есть вот эта технология вам тоже поможет для проектирования вашей деятельности. Так, это вот то, что касается работы с обучающимися. Коллеги, есть ли какие-то вопросы вот по организации деятельности с обучающимися в рамках формирования функциональной грамотности? Можно в чате написать, можно во вкладочку «Вопросы». А далее мы перейдем уже к следующему направлению работы. Это работа с педагогами. Так, ну, коллеги, если вопросы будут, да, вы, пожалуйста, их фиксируйте во вкладочке «Вопросы». И мы переходим к работе с педагогами. Так, коллеги, очень важно, да, чтобы сам учитель владел функциональной грамотностью, чтобы он был готов к развитию функциональной грамотности у обучающихся в учебном процессе. А что это значит? Да? Это значит, что учитель владеет основными понятиями, которые связаны с функциональной грамотностью, понимает, да, что такое финансовая грамотность, что такое, естественно, научная грамотность, что такое читательская грамотность и так далее, да? Что они в себя включают, что подразумевают. Также очень важно, чтобы учитель владел практиками, направленными на формирование функциональной грамотности, на оценку, и чтобы он понимал, в чем различие между процессом формирования функциональной грамотности и оценкой функциональной грамотности. Мы с вами должны свои усилия направить на то, чтобы наши педагоги понимали роль учебных задач как средство формирования функциональной грамотности. То есть вот те задания, которые представлены в федеральных банках, чтобы они были представлены через учебные задачи для ребят. А для этого нужно уметь отбирать готовые задания, да, в зависимости от темы урока, да, либо разрабатывать свои собственные учебные задания для формирования и для оценки. Также очень важно, чтобы наши коллеги овладели практиками развивающего обучения. Да, это работа в группах, это работа через проекты, через исследовательскую деятельность. Важный момент – это овладение технологией формирующего оценивания с учетом критериально-уровневого подхода. Ну и, конечно, коллеги, сегодня мы говорим, что очень важно умение работать в команде учителей через организацию межпредметного взаимодействия. Уже не первый раз мы об этом сегодня говорим, да, через межпредметное взаимодействие. И вот вы сами уже в своих ответах на наши проблемные вопросы продемонстрировали, что да, действительно, сегодня невозможно одному учителю работать над всеми компонентами функциональной грамотности. Да? Что действительно это должна быть командная работа, что это должно быть именно межпредметное взаимодействие. И через любой предмет, да, мы выходим на все компоненты функциональной грамотности. Коллеги, в связи с этим очень важная информация. Пожалуйста, сейчас предельно внимательны будьте. Если вдруг вы отошли попить чаю, то, пожалуйста, вернитесь к компьютеру. Прильните к динамику. Так, информация очень важная. Коллеги, мы проводим исследование готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. Исследование проводится по поручению Министерства просвещения Российской Федерации. Проходит исследование с 20 января по 3 февраля. То есть 3 февраля в 23 часа 59 минут система закрывается, и больше ответы уже не будут приниматься. Обязательное участие в исследовании должны принять педагоги, реализующие программу основного общеобразования в 8-9 классах. Педагоги, которые работают в других классах, тоже могут принять участие в исследовании, но по желанию. Поэтому, коллеги, прошу всех организовать участие учителей в 8-9 классах в обязательном порядке. Для чего мы исследование проводим? Цель его – это выявление профессиональных компетенций педагогических работников образовательных организаций в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. Проводится исследование через тестирование на платформе электронного обучения. Как попасть на исследование? Здесь представлен путь, да, через портал функциональной грамотности. Можно выйти через наш сайт института. Что в себя исследование включает? Исследование включает в себя 3 блока заданий. Первый блок – это понятие. То есть здесь мы выявляем, насколько учителя знают терминологию, насколько они
оперируют содержанием компонентов функциональной грамотности, да, то есть здесь задание тестового характера. Второй блок – функциональный. В этом блоке представлены задания, которые направлены на оценку сформированности основных компонентов функциональной грамотности. Эти задания аналогичны тем, которые есть в федеральных банках заданий. Третий блок – это блок методический. В этом блоке представлены задания, которые направлены на оценку сформированности методических компетенций педагогических работников. Ну, например, да, представлено какое-то задание, направленное на формирование того или иного компонента функциональной грамотности, надо определить, что это за компонент. Либо представлена какая-то ситуация и несколько вариантов разрешения данной ситуации. Да, и педагог должен выбрать тот вариант, который, на его взгляд, является наиболее верным. Коллеги, вот 3 блока. Каждый блок – это отдельный, скажем так, тест. Да, и с каждым блоком вы можете работать в удобное для вас время. Но обратите внимание, что на прохождение каждого блока дается только одна попытка. Но время на попытку оно не ограничено. Ну, конечно, хотелось бы надеяться на самостоятельное прохождение заданий, выполнение заданий. И сразу после того, как вы ответили на все вопросы, да, завершили попытку, нажимаете там кнопочку «Отправить», у вас результаты автоматически представляются. Коллеги, в чате обозначьте, пожалуйста, кто-нибудь из вас уже приступил к этому исследованию? Получили ли вы вообще информацию об этом исследовании, о необходимости участия в нем? Угу. Да, хорошо. Коллеги, здесь был вопрос по поводу того, будут ли направлены результаты. Да, мы проанализируем результаты и опубликуем общие результаты на сайте Института развития образования. Мы их обязательно должны будем направить федеральному оператору, да, и вся эта информация пойдет непосредственно уже в Министерство просвещения Российской Федерации. Очень хорошо, что информацию вы получили, замечательно. Коллеги, важно, что вот для тех наших коллег, кто покажет пока еще недостаточные результаты по сформированности, готовности к проведению работы по формированию оценки функциональной грамотности обучающихся, именно для них мы в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников сформируем индивидуальные образовательные маршруты, да, в помощь этим коллегам. Ну, здесь представлена ссылка на нашу систему, единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников на личные кабинеты, на индивидуальные образовательные маршруты. Итак, коллеги, работу с педагогами целесообразно начать вот именно с диагностики. Возможно, какую-то диагностику вы проводили уже в своих образовательных организациях, да, то есть диагностику готовности проводим. При необходимости повышаем квалификацию. Коллеги, вот у нас там есть рекомендация перед тем, как пройти исследование, все-таки обратиться к содержанию информационно-методического модуля. Он поможет пройти исследование на достаточно хорошем уровне. Коллеги, особое внимание необходимо обратить на организацию наставничества образовательной организации. Наверняка у вас есть те педагоги, которые уже погрузились в эту деятельность по формированию функциональной грамотности, по оценке функциональной грамотности, по использованию электронного банка заданий. Да? И вот они могут выступать в качестве наставников для других педагогических работников. То есть вот такое направление работы тоже важно у себя запланировать и его реализовывать. Организация стажировок. Как раз на базе точки роста, да, можно эту стажировку организовать. На базе школьного кванториума можно организовать стажировку. Организация тренингов, именно тренингов для учителей по решению заданий по функциональной грамотности. Мы с вами говорили о тренингах для обучающихся, да, сейчас мы говорим о тренингах для учителей. Проведение мастер-классов, проведение открытых уроков. Все это вот те формы, которые позволят вам подготовить своих педагогов к исследованию ПИЗа, да, и в целом по проблеме формирования оценки функциональной грамотности. Угу. Да, интенсив «Я учитель». Радик Хамитович, ежегодно Яндекс Учебник проводит данную диагностику. Да, у них есть уже несколько вариантов этих интенсивов. 2.0, 3.0, 4.0, вот скоро они запускают. Также на платформе Учи.ру тоже формируются вот такие банки заданий именно для педагогов и для обучающихся по функциональной грамотности. Замечательно.
Да, коллеги, если вы проходили исследования в 2020-2021 году, вы же проходили их по другим технологиям, да? Нам важно посмотреть именно по той технологии, которая была рекомендована сейчас Министерством просвещения. Да? То есть вот все задания, они разрабатывались с нами на основе тех чек-листов, которые пришли нам от Министерства просвещения. Пройти надо будет, да. Также, коллеги, мы с вами должны организовать нашу работу по выявлению лучших практик, да, по их обобщению и по обмену лучшими практиками среди педагогов. Марина Рочева, вы спрашиваете, что делать тем, кто уже прошел исследование. Где именно вы прошли исследование? То есть мы сейчас говорим о том, что все должны пройти исследование вот именно на платформе «Единая система электронного обучения» на уровне республики. На этой платформе сегодня замечательно, прошли, хорошо, значит, вы вошли уже в общую статистику, второй раз проходить не надо. Один раз прошли, достаточно. Мы проанализируем все результаты, исследование завершается 3 февраля, да, потом мы будем проводить анализ результатов и рекомендации педагогам дадим. Спасибо тем, кто уже прошел, замечательно. Теперь коллег своих настраивайте тоже на прохождение этого исследования. Коллеги, очень важно, чтобы вы обсудили вот эти вот вопросы, связанные с формированием функциональной грамотности на своих школьных методических объединениях. Да? Может быть, организовали бы какой-то вот обмен практиками между методическими объединениями по разным предметам. Да? Как раз вот эту вот межпредметную линию вытянули бы. Ну, конечно, конференции, семинары, методические дни и так далее. И очень важно, да, какие-то вот массовые мероприятия, например, школа функциональной грамотности педагога. Или там фестиваль лучших практик. Да? То есть вот те мероприятия, которые позволят нам с вами эту деятельность активизировать и поднимать профессиональный уровень наших педагогов. Коллеги, еще одна очень важная информация. Обратите внимание, тоже ее выделила таким жирным красным восклицательным знаком. Так, вижу вопрос, чуть позже отвечу. Коллеги, мы запускаем, уже он запущен с 15 января, республиканский конкурс методических разработок по развитию функциональной грамотности обучающихся «Учим и учимся для жизни». Проводим мы его с целью выявления и трансляции лучших практик, обеспечивающих высокое качество образования, за счет использования эффективных технологий формирования функциональной грамотности обучающихся в образовательном процессе. Вот здесь представлены задачи конкурса. В конкурсе могут принимать участие, коллеги, обратите внимание, и педагогические работники, и управленческие команды, которые представляют свой опыт работы в соответствии с целями и задачами конкурса. 2 этапа конкурса мы запланировали. Первый этап заочный, на котором вы представляете свои конкурсные работы с 15 января по 15 февраля. И дальше идет экспертиза до 5 марта. А далее идет очный этап. Мы запланировали его на 14-15 марта 2022 года. Будет проходить в формате презентации конкурсных работ. Ну, посмотрим, да, как у нас эпидемиологическая ситуация будет складываться. Кто-то, может быть, сможет приехать к нам в институт из тех, кто будет отобран, да, на очный этап, либо в режиме онлайн участие будете принимать. И до 20 марта у нас подведение итога должно состояться. Коллеги, пожалуйста, участие в конкурсе принимайте. Вся информация есть уже на сайте института. Мы видели, что уже более 200 человек просмотрели эту запись. Информация есть также в нашей группе института ВКонтакте. И вся информация есть также и на платформе, на портале по функциональной грамотности. Посмотрите, коллеги, номинации, да, у нас какие. Это читательская грамотность, математическая, естественно-научная, финансовая, глобальная компетенция, креативное мышление. То есть по каждому компоненту функциональной грамотности. И это номинация «Управленческие решения для управленческих команд». Более подробные требования все у нас размещены на сайте, размещены на портале функциональной грамотности. Курирует конкурс Александр Викторович Аверин. И он провел уже информационный вебинар, видеозапись этого информационного вебинара также на нашем сайте и на портале функциональной грамотности представлен. То есть если какие-то вопросы у вас будут возникать, можно потом обращаться непосредственно к Александру Викторовичу. Так, вот вопрос от Анастасии Николаевны Пепиной. Школа принимала участие в ПИЗа, где можно ознакомиться с нашими результатами. Анастасия Николаевна, вы мне, пожалуйста, на почту напишите, у вас наверняка мой адрес есть, и мы с вами этими результатами поделимся.
у нас кое-что есть, не все, конечно, не очень подробно, но тем не менее какие-то результаты нам были от ФИОКа представлены. Итак, коллеги, приглашаем всех к участию в нашем республиканском конкурсе методических разработок. Коллеги, я рекомендую вам провести вот такой вот сначала, может быть, школьный этап этого конкурса, а затем уже лучшие работы, отобранные вами, представить уже на республиканский этап. До 15 февраля время есть. Требования к конкурсным работам несложные. Да, это текстовый документ с описанием практики, это аннотация, заявка на участие и при необходимости какие-то приложения. Загружаются все материалы на портале функциональной грамотности непосредственно вот на страничке конкурса. Коллеги, многие из вас участвовали в нашей стратегической конференции, да, в форуме. Есть возможность загрузки материалов непосредственно на портале для авторизованных пользователей. Так, вот таким образом мы с вами выстраиваем работу с педагогами. Еще несколько примеров по методике применения задач, направленных на формирование функциональной грамотности от наших коллег. Да, через урок, как мы это с вами можем осуществить. Да, мы можем использовать эти задания для создания проблемной ситуации в начале урока, для постановки учебной задачи. Вот в данном случае представлен вариант одного из таких заданий из Федерального банка. И также вот это задание выступает в качестве такой содержательной навигации для педагога, чтобы выстроить в целом структуру урока. Большие возможности для использования заданий на формирование и оценку функциональной грамотности через межпредметное обучение мы с вами можем реализовать. Да? Например, это может быть курс неурочной деятельности, может быть какой-то элективный курс, да? Либо через систему дополнительного образования. Все это мы с вами можем реализовывать. И, конечно, большие возможности дает нам организация проектной деятельности. Вот здесь представлен вариант одного из таких проектов, который разработан по мотивам конкретного задания для формирования функциональной грамотности из Федерального банка. Есть некоторые рекомендации, коллеги, для формирования курса внеурочной деятельности. То есть целесообразно, чтобы этот курс охватывал у нас весь уровень общего образования. Мы говорили об этом, да, в начале, когда рассматривали условия эффективного формирования функциональной грамотности. И вот такой уровневый подход, он как раз может быть заложен в рамках курса внеурочной деятельности. Да. В 5 классе все наши задания направлены в основном на уровень узнавания, на уровень воспроизводства и понимания. Видите, да, что терминология, которая лежит в основе таксономии Блума. В 6 классе мы выходим на уровень понимания и на уровень применения. 7 класс предполагает решение проблем на основе анализа и синтеза информации, но в контексте пока еще предметного знания. В 8 классе мы выходим на решение проблем в контексте окружающей действительности. И уже в 9 классе ребята обнаруживают готовность действовать в условиях многозадачности, неопределенности в контексте окружающей действительности. И в рамках исследования ПИЗа, да, мы применяем задания для подготовки к международным исследованиям. При этом мы можем использовать различные приемы трансформации учебного занятия, да, через технологию перевернутого класса, через использование приемов критического либо креативного мышления, через технологию Scrum и так далее. Да. Коллеги, вот если есть необходимость в дальнейшем нам рассмотреть какие-то вот технологии, да, из представленных здесь, либо еще с какими-то технологиями вы хотели бы ознакомиться, пожалуйста, можете это где-то зафиксировать в чате, либо во вкладочке «Вопросы», чтобы мы понимали, что для вас это действительно необходимо, и чтобы учли при планировании нашей дальнейшей работы по подготовке педагогов по формированию функциональной грамотности, коллеги. Что-то где-то фиксируйте. Так, и еще одна очень важная информация именно для вас, для управленческих команд образовательных организаций. Вот сейчас мы с вами рассмотрели, каким образом мы можем организовать деятельность по формированию оценки функциональной грамотности на уровне образовательной организации. Да? А вот дальше, коллеги, нам с вами необходимо проанализировать
насколько сейчас мы с вами готовы к формированию функциональной грамотности обучающихся. Тоже задачу нам поставило Министерство просвещения провести оценку готовности к формированию функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательной организации. Так, коллеги, да, я вижу в ваших ответах в чате, что вы хотели бы с этими технологиями поработать. Замечательно, мы вас услышали, ваши пожелания, и будем об этих технологиях говорить именно в контексте формирования функциональной грамотности на наших предстоящих методических семинарах. Спасибо. Итак, коллеги, получили ли вы информацию о проведении оценки готовности к формированию функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательной организации? Ну, я думаю, что получили, поскольку, да, вы утвердительно ответили на информацию об исследовании компетенций педагогов. Так, коллеги, обратите внимание, да, проводим мы это исследование тоже на основе чек-листов, которые нам были направлены Министерством просвещения Российской Федерации. То есть вот все те вопросы, которые они нам обозначили в качестве обязательных, они в исследовании включены. Участниками исследования являются руководители муниципальных государственных общеобразовательных организаций. Да? То есть целесообразно, чтобы директор либо заместитель директора эту анкету заполнил. От каждой образовательной организации только одна анкета нам нужна. То есть нет необходимости дублировать от разных представителей организации. С 20 января по 3 февраля исследование проходит, оценка. А вообще, конечно, это больше не оценка, а самооценка, самоанализ. Да? То есть основная функция этого исследования – это проведение вами самоанализа вашей готовности к исследованию ПИЗа вот на сегодняшний день. И в зависимости от того, какие ответы вы представите, вы можете скорректировать свой план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. Регистрация не нужна. Это идет через электронные формы Яндекс.Формы. Я покажу, где они размещаются чуть позже. Тоже через портал функциональной грамотности можно на них выйти. Итак, то есть анкета включает в себя 5 основных разделов. То есть вот что мы с вами сегодня уже несколько разделов проговорили. Это общие сведения в образовательной организации о том, кто анкету заполняет. Это организационная деятельность образовательной организации, то есть вот по тем позициям, которые мы с вами сейчас обсудили. Это подготовка педагогов, это работа с обучающимися и это педагогические технологии и представление опыта. Коллеги, обращаю ваше особое внимание, что при ответе на некоторые вопросы вам нужно будет представить подтверждающие документы. Да? То есть эти документы вы размещаете либо на официальном сайте, либо в каком-то облачном хранилище, и в ответ вставляете ссылку на адрес, да, где эти документы размещены. То есть если в облачном хранилище размещаете, не забудьте открыть доступ для просмотра документов. Коллеги, для удобства я разместила для вас непосредственно саму анкету, вопросы анкеты, с которыми вы можете предварительно ознакомиться, подобрать то, что вам необходимо, какие документы у вас сформированы уже на данный момент. Может быть, что-то до 3 февраля вы успеете еще доделать. И затем все это прикрепить, отправить анкету до 3 февраля. Коллеги, анкеты размещены таким образом, что по каждому муниципальному образованию образовательная организация выбирает именно ту анкету, которая в данном муниципальном образовании размещена. После того, как вы ответите на вопросы данной анкеты, вы поймете, что у вас есть какие-то еще проблемы, да, что какие-то еще не закрытые места у вас остались, какие-то направления работы вы еще не отработали. И вот здесь вам поможет вот такая матрица решений. Так, коллеги, сейчас минутку. Матрица решений, которая Я надеюсь, что вы видите, коллеги, в чате, пожалуйста, ответьте, видите ли вы табличку матрицы решений. Хорошо, потому что у меня что-то какой-то сбой произошел, я на основном экране не вижу. Так, замечательно. Итак, вот матрица решений, да, в которой вы по направлениям основным, да, вашей деятельности, работы с обучающимися, организационно-управленческая деятельность, работа с педагогами, отмечаете те проблемные зоны, которые еще не закрытыми являются в вашей образовательной организации. Да, вот здесь пример представлен. Дефицит внимания к
формированию функциональной грамотности вне урока, например, да, и какие мероприятия вы корректирующе можете запланировать, да, что вы еще дополнительно можете внести в ваш план работы и каков ваш ожидаемый результат. Да. То есть вот такая матрица решений, она вам очень поможет при планировании вашей дальнейшей деятельности. Итак, коллеги, по исследованию понятно? Сейчас, коллеги, я покажу, где все это можно будет найти. Сейчас мы с презентацией работу закончим. У нас буквально 2 слайда. Да, презентация будет вам доступна в конце. И, кроме того, мы ее на портале тоже разместим, там, где наши мероприятия обозначены. Так, коллеги. Так, у вас слайд перелистнулся, да? На что важно обратить внимание? Это наши с вами задачи. Задачи, связанные с аналитикой всех данных, вот, которые вы получите в ходе этого самоанализа. Это обязательный последовательный административный контроль, но контроль не как надзирателя, да, а контроль как наставника. И, коллеги, еще один очень важный момент, о котором мы еще не упоминали сегодня, это обязательная работа с родителями, просвещение родителей, информирование родителей, да, через различные формы. Коллеги, вот можете в чате предложить, какие формы работы с родителями в плане просвещения, информирования мы могли бы с вами использовать? Прежде всего, конечно, это информация на сайте, да, образовательной организации. Что еще? Какие формы просвещения, информирования родителей вы могли бы рекомендовать к использованию? Что вы используете в своей практике? Что, на ваш взгляд, является эффективным? Формы информирования, просвещения родителей. Родительские собрания, чаты, через социальные сети. Так, хорошо. Да, да. Насколько вот ваши родители идут на контакт в том случае, когда вы их приглашаете на родительские собрания? Да? Не всегда, да, это бывает. Вот индивидуальные беседы, да, тоже очень хорошо, особенно с теми родителями, да, ребят, у которых проблемы есть. Вот вы диагностику провели, сформированности функциональной грамотности, и уже понимаете, с кем из ребят нужно индивидуально работать, соответственно, индивидуальные беседы с родителями проводить. Так, замечательно, коллеги. Вот смотрите, коллеги уже с вами поделились своим опытом, все, что вы можете включить в ваши планы мероприятий по направлению просвещения и информирования родителей. Замечательно, если ваши родители откликаются на ваши призывы. Ну, конечно, бывают и такие проблемные родители, которые никак не реагируют ни на ваши письма в чатах, да, ни на ваше приглашение на родительские собрания, на индивидуальные беседы тоже они не хотят приходить. Вот как с такими родителями работать? Здесь нужно подумать, да, какие еще формы взаимодействия с родителями мы с вами можем использовать. И, конечно, очень важно это проводить рефлексию, да, ну, индивидуально, да, как-то вот надо до них, до всех достучаться, убедить, да, в том, что это действительно необходимо. И рефлексировать постоянно. Вот мы использовали такой-то метод, такой-то у нас получился результат. Что еще можно было бы сделать по-другому? Да? Может быть, что-то есть более эффективное, да? Что результат наш будет выше. То есть обязательно вот эту работу мы с вами должны реализовывать. Итак, коллеги, у меня с презентацией все. Сейчас перелистну последний слайд, да, контакты, по которым вы можете обращаться в целом, да. И сейчас я постараюсь вам продемонстрировать портал функциональной грамотности. Сейчас я включу наш сайт, подключу демонстрацию экрана, и мы посмотрим, где и как все эти материалы мы с вами можем найти. Запись вебинара, да, будет обязательно в доступе на нашем портале. Итак, коллеги, демонстрирую, где и как мы с вами можем нашу деятельность организовать, где можем найти материалы. Коллеги, вы можете параллельно со мной это делать. То есть мы выходим на наш сайт kriro.ru.
И мы видим, здесь есть баннер «Функциональная грамотность». Показываю самый быстрый путь. Итак, вот мы с вами перешли на наш портал формирования оценка функциональной грамотности обучающихся. Здесь сразу на главной странице вы видите приказы Министерства образования, науки и молодежной политики, информацию о конкурсе методических разработок, кнопочка «Регистрация на мероприятие». Если вы зарегистрировались, да, нажали на эту кнопку, то тогда вам будут доступны все материалы, а без регистрации, может быть, будут какие-то ограничения, и вы не сможете без регистрации загрузить материалы на конкурс методических разработок. И далее вот наши основные содержательные разделы. В разделе «Нормативные документы» вы можете увидеть приказы, да, непосредственно их скачать для работы. Раздел «Обучение педагогических работников». Здесь идет ссылка на информационно-методический модуль. Вы можете перейти сразу на курс на платформе электронного обучения. Ну, а далее вам необходимо ввести ваш логин и пароль. Коллеги, напоминаю, что на платформу «Единая система электронного обучения» вы можете зайти с тем логином и паролем, с которым заходите на ГИСЭО, если вдруг вы забыли свой логин и пароль. Так, коллеги, дальше в разделе «Информационно-методические мероприятия» вам доступны все наши информационно-методические мероприятия, вот информационная сессия, а также мероприятия, которые проводят наши федеральные коллеги. Да, вот еженедельный всероссийский семинар формирования оценки функциональной грамотности по пятницам в 11, о котором я говорила. Да, вы можете по ссылочке зайти и здесь перейти на ту страничку, которая ведет нас на портал «Единое содержание общего образования». Можно посмотреть, ознакомиться с видеозаписями прошедших мероприятий. И вот все те семинары, которые мы провели по различным компонентам функциональной грамотности, по предметным областям. То есть в каждом представлена ссылка на трансляцию, либо на видеозапись, и по большинству представлены презентации. Вы можете с этими материалами работать. Также посмотрите материалы «Марафон функциональной грамотности», который проводила Академия Министерства просвещения Российской Федерации 6 декабря. С 6 по 10 декабря он проходил. Да, там тоже очень много интересных мероприятий было проведено. И вы можете перейти по ссылке на видеозаписи этих мероприятий. Также обратите внимание, вебинары от Академии Министерства просвещения. Прошли уже вебинары по математической грамотности. Вчера был вебинар по читательской грамотности. Вот как раз межпредметная коллаборация. Да, очень рекомендую с этим материалом ознакомиться. Когда сюда заходите, у вас тоже общая информация, ссылка. В зависимости от того, что нам коллеги представляют. И вот наша информационно-методическая сессия. Здесь появится видеозапись. И здесь же будет выложена презентация. Так, коллеги, дальше у нас мониторинговые исследования. Вот как раз те самые исследования, о которых мы сегодня с вами говорили. Исследование готовности педагогов. По ссылочке переходите. Описание. Ссылка для участия в исследовании. И вот я говорила, да, рекомендации. Если вы еще не изучили информационно-методический модуль, то рекомендуем это сделать. И ссылка на информационно-методический модуль. Ссылка для участия в исследовании вас перебрасывает непосредственно на единую систему электронного обучения. Вводите логин и пароль и попадаете именно на страницу участия в исследовании. Так, сейчас позакрываю лишние вкладочки. Второе мониторинговое исследование, о которых мы с вами сегодня говорили, да, это оценка готовности к формированию функциональной грамотности на уровне образовательной организации. Коллеги, вот первый
первая ссылка – это непосредственно вопросы с самой анкеты, которые вы можете скачать. То есть это вот все вопросы, которые далее в электронном формате вам представлены. И вы видите, где и какие документы вам необходимо прикрепить. И далее вы выбираете свой муниципалитет. Например, ИНТА, переходите и попадаете непосредственно в саму анкету. Каждый раздел на отдельной странице. И здесь уже вносите необходимую информацию. Вы можете сначала заполнить эту анкету в Word, да, и потом просто копировать, переносить сюда для вашего удобства. Раздел «Профессиональные конкурсы» переводит нас на имеющийся здесь материал. Это республиканский конкурс методических разработок. Здесь приказ и положение о конкурсе, форма заявки представлена краткая презентация о конкурсе и вот тот самый вебинар о порядке участия в конкурсе. Кроме того, коллеги, вот я сейчас зашла без регистрации, без авторизации, и мне здесь недоступна кнопочка по загрузке материала. Когда вы осуществляете регистрацию и вход со своим логином и паролем на данную платформу, это платформа образовательных конференций и форумов, да, то у вас здесь будет доступна кнопка «Загрузить материал». И здесь вы можете непосредственно свои материалы конкурсные загрузить. Рекомендуем сформировать лучше, да, блок материалов в каком-то облачном хранилище и здесь разместить ссылку на это облачное хранилище. Так, и, конечно, коллеги, очень много у нас представлено разнообразных методических рекомендаций федерального характера по всем направлениям функциональной грамотности, что на данный момент опубликовано в открытом доступе, мы для вас все предложили. И обратите внимание на банки заданий. Вот тот банк межпредметных заданий, задач по финансовой грамотности, о котором я вам говорила, тоже он нам с вами доступен. Так, коллеги, сейчас я вернусь на наш основной экран. Итак, коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы? Презентацию я сейчас вам открою для скачивания. Пожалуйста, вопросы можете задать. Так, коллеги, вот я открыла вам возможность скачивания презентации. Попробуйте скачать. Коллеги, два исследования. Одно исследование проходят педагоги, там 3 теста. Второе исследование проходит образовательная организация. Третье исследование, которое вы видели, оно для муниципальных органов управления образованием. 2 исследования. Так, хорошо, презентацию скачали себе, замечательно. Используйте все в своей образовательной практике. Подготовьте материалы для самооценки, проработайте. Пишите нам по всем вопросам. Мы всегда готовы вам ответить. Так, коллеги, я благодарю всех участников нашего сегодняшнего мероприятия, особенно тех, кто проявлял активность и свои рекомендации высказывал для наших коллег. Я вижу, что есть уже определенный опыт, наработанный и отдельными педагогами, и образовательными организациями. Коллеги, мы бы хотели пригласить вас к участию в наших методических мероприятиях не только в качестве слушателей, но и в качестве тех, кто уже готов свой опыт представить. Поэтому, коллеги, ждем ваших предложений по представлению опыта. Пожалуйста, нам пишите. В анкете там есть один из вопросов, который как раз связан с возможностью представления вами своего опыта. Будем рады, если вы уже
сможете на него ответить положительно и указать тематику, с которой вы хотели бы выступить. Итак, коллеги, мы завершаем нашу сегодняшнюю информационно-методическую сессию и будем рады видеть вас на наших следующих мероприятиях. Всем спасибо, до свидания, берегите себя, будьте здоровы.